Здравствуйте, друзья! Компания Прогресс Авто. Сегодня у нас обзор трактора Kubota Saturn X20. Трактора Kubota полюбились очень многим фермерам, крестьянам и просто работящим людям, идущим в ногу с прогрессом во многих странах. В данной модификации трактор представлен с кабинным каркасом, что очень удобно для работы в некомфортных погодных условиях. Данная модель оснащена 4-цилиндровым двигателем объемом. Движок у нас V1305, что соответствует 1,305 литра. Легкий доступ для диагностики, возможно, каких-то технических операций, прочистки радиатора, замены аккумулятора. В комплекте также почва-фреза 1,60 м, почва-фреза с боковым цепным редуктором, что позволяет, и с быстросъемом, что позволяет быстро ее удобно снимать, если в случае необходимости замены на какое-то другое навесное оборудование. Состояние колес. Заднее левое колесо у нас вообще без погрешностей. Минимальное растрескивание какое-то есть. Радиус задних колес 9,5 на 22. Так, заднее левое, заднее правое колесо у нас в таком же состоянии, вот с минимальными следами ссыхания, который притом Bridgestone стоит, японский. Соответственно, ресурс у этих колес даже больше, чем у двигателя. Так, на передних колесах чуть больше видно следы ссыхания. Передние колеса у нас 6×14. Передняя левая. Вот. Так. Передняя правая. Видно, следы рассыхания есть, но не критичные. Клиренс у трактора 35 сантиметров, дорожный просвет. Усиленные редукторы бортовые. Колея в нераздвинутом состоянии составляет 1 метр. Соответственно, путем переворачивания колесных дисков, замены их местами, можно расширить ее до 1,27 м под 1,30 м. Так, по управлению удобная есть опция крайних точек фрезы, то есть при маневрировании вы можете одним движением руки либо поднимать, либо опускать навесное оборудование в крайнюю точку. Коробка у нас 3 скорости вперед, 1 назад, плюс 3 варианта передачи крутящего момента на раздатке и дополнительный ходоуменьшитель, что безусловно дает огромный плюс трактору. То есть возможно работать на минимальной скорости, там, до 2 км в час. Соответственно, расширяется спектр навесного оборудования, можно использовать рассадо-посадочные машины, за что, кстати, ценятся японцы. Есть ручная регулировка заглубления и поднимания опускания фрезы. Также есть опция Monromatic, которая автоматически регулирует заглубление. Конечно же, соответствие горизонту, то есть боковой наклон фрезы с датчиками. Наработка у нас на этой Куботе всего 542 часа. Не знаю, видно? Сейчас. Вот 542 часа. И при этом не нужно забывать, что счетчики моточасов стоят электронные и начинают считать моточасы, когда включено зажигание. Соответственно, по факту трактор поработал даже поменьше.
На тракторе у нас родная краска. Видим наклейки родные, какие-то небольшие окисления, которые возможно только если трактор не перекрашивался. Их можно увидеть. Вал отбора мощности. У нас 3 варианта передачи крутящего момента с дополнительным реверсом. То есть еще расширяется у нас спектр использования. Есть реверс фрезы, который позволяет вращать фрезу в обратном направлении. Тракторок с исправной электроникой, 4 свечи накала, на каждый цилиндр по одной свече накала. Запускается, работает просто как часы. Никаких посторонних шумов при работе двигателя нет. Трактор стоит в Туле. Вся техника у нас содержится в тепле, в сухости. Проходит двойную предпродажную подготовку. Кому интересно, обращайтесь. Контакты, конечно же, есть под видео.